Здравствуйте, уважаемые зрители. Закончилось лето, все вернулись с каникул, новая фаза активизации нашей работы. И, конечно, в первую очередь это касается работы СМИ. Какой год мы прошли информационный, мы хорошо знаем, и, в принципе, мы об этом тоже затронем тему в нашем разговоре. Но самое главное, хотелось бы не только дать оценку нынешнему состоянию наших средств массовой информации и медиа, а вообще поговорить о перспективах и как наши СМИ справляются с вызовами, с угрозами, и вообще, что из себя представляет сегодняшний тренд, да, которого придерживаются наши средства массовой информации. Я с удовольствием представляю наших сегодняшних спикеров. Это юрист Института Медиаполис Алтынай Исаева, руководитель, раньше я легко ее представлял, а сейчас даже немножко мы запутались, Кайгуль Румканова, бывший руководитель телеканала «Сентябрь», ныне это... Как вообще называть? Нет, Джалбырак понятно, да? Это YouTube проект, это новая медиа, это что? Кайгуль, ты нам расскажешь об этом сама подробно. Айнагуль Абдрахманова, руководитель или координатор проекта фонда Сорос Кыргызстан, и Валентина Галич, менеджер медиаорганизации Интерньюз. Да? Я ни в чем не ошибся. Главным знаковым, ключевым моментом для наших СМИ этого года, наверное, были судебные процессы. Мы были свидетелями этих исков, были свидетелями, как наши СМИ проигрывали. Двух журналистов, работавших в Кыргызстане, да, Улугбек Бабакулов, да, наш гражданин, и гражданин России Григорий Михайлов оказались как бы в таком в изгнании, да, по разным причинам. В общем, радостного мало на самом деле. И вот, Алтынай, хотелось бы начать наше общение с тебя, с твоего выступления. Вообще, насколько наши СМИ готовы, могут и имеют возможности защищать себя? В чем, может быть, их ошибки какие-то, да, неверные шаги, которые в конце концов приводят к таким эксцессам, как многомиллионные иски против Занозы, ныне Кактус Медиа, как случилось с телеканалом «Сентябрь», да, это неожиданное резкое закрытие. Прокомментируй, пожалуйста. Спасибо, Азамат. Добрый день, уважаемые участники. Начать я хотела бы с того, что вообще развитие свободы слова, свободы выражения мнения, свобода прессы — это было, скажем так, основное направление именно после событий 2010 года. Именно развитие таких элементов свободы слова, как свободная деятельность средств массовой информации, свободный доступ к информации, свобода выражения мнения, развитие интернета, да, это все были основополагающими компонентами, и зачастую, скажем так, рейтинги за последние 5-6 лет не только наших местных гражданских организаций, так и международных организаций были весьма, скажем так, позитивными. И, конечно, в свете развития свободы слова немаловажным его компонентом является ответственность средств массовой информации. Тут я бы хотела сразу разделить, потому что ответственность СМИ — это не всегда не только ответственность СМИ перед обществом, да, которая подразумевает собой именно гарантию свободы слова, свободы прессы, но и гарантированная Конституция права каждого на защиту своей чести и достоинства. Тем самым наша Конституция, она дает
такое равновесие между двумя этими основополагающими правами. Второй немаловажный компонент именно ответственности является то, что зачастую сегодня аудитория, то есть непосредственно потребители информации, они как бы являются не просто такими, скажем так, пассивными потребителями, а на самом деле сегодня аудитория формирует именно спрос на определенную категорию информации, соответственно, СМИ, как бы они в связи с развитием информационных технологий, социальных сетей, СМИ формируют свою редакционную политику. И третий компонент ответственности – это ответственность СМИ именно перед профессиональным сообществом. То есть здесь именно касается вопроса этики журналистов, профессиональных стандартов, опять же, медиаграмотность, да, то есть это как бы основная проблема тоже на сегодня, да, когда СМИ зачастую тоже становятся жертвами того, что распространяют фейковые новости, как бы источником их информации являются далеко не добросовестные распространители информации, да. Именно по поводу судебных процессов надо сказать то, что в целом наше законодательство имеет такую четкую процедуру, да, каким образом СМИ должны привлекаться к ответственности именно по дифамационным искам. То есть у нас есть постановление Пленума о защите чести и достоинства, где четко прописаны права, обязанности, рекомендации для судов, да, то, каким образом они должны рассматривать эти иски, какими принципами и стандартами они должны руководствоваться. И здесь немаловажную роль играет то, что именно как бы это... Я могу сказать, что это было таким позитивным моментом, то, что в данном постановлении Пленума были заложены именно международные стандарты, такие как понятие публичных лиц, возможность, необходимость соблюдения баланса между правом на свободу выражения мнения, правом на защиту своего чести и достоинства. Конечно, последние 2 года именно судебные процессы в отношении отдельных журналистов, в отношении отдельных изданий, они стали таким негативным моментом в целом на судебной практике, потому что, во-первых, можно говорить о том, что именно при рассмотрении вот этих последних исков, как 2016 года, да, это в отношении журналиста Дайырбека Урунбекова, да, и как последние 5 исков, поданные Генеральной прокуратурой, то здесь можно говорить, что именно требования как самого постановления Пленума, так и международных стандартов, они не были соблюдены. Да? То есть в первую очередь у нас закон говорит, что публичные лица, они могут быть подвергнуты критике, они должны быть более терпимее. Соответственно, суды, когда рассматривают иски с участием публичных лиц, они должны соблюдать этот баланс. И при этом по поводу моральной компенсации, да, то есть когда суды взыскивают моральную компенсацию, они должны руководствоваться именно принципами соразмерности и компенсационности. То есть моральная компенсация, она должна быть разумной и соразмерной. В нашем случае, к сожалению, последние многомиллионные иски, многомиллионные суммы, которые были удовлетворены судами, то есть здесь говорить о том, что данные суммы были соразмерными и была доказана именно потребность взыскивания таких больших сумм, не приходится говорить, потому что мы все были свидетелями, да, как бы трансляции шли онлайн, и все были свидетелями того, что по определенным моментам вообще на суде не были доказаны эти моменты. И, соответственно, вот эти решения, они несут риск того, что издания они просто вынуждены будут закрыться, потому что они, такую большую сумму, да, ни одно издание в Кыргызстане, оно в принципе, оно как бы не может выплатить, да, вообще не только сами издания, бренды столько не стоят. Сами издания, бренды столько не стоят. Если брать, например, практику европейских судов, да, судов Соединенных Штатов Америки, то там всегда как бы сумма она соразмерная.
там тоже запрашиваются многомиллионные суммы, могут запрашиваться, но опять же суду устанавливается размерность. И в нашем случае требование закона о том, что надо устанавливать соразмерность, компенсационность, она не была установлена. Другой момент, что каким образом были поданы иски, да, то есть это тоже одна из проблем на сегодня, потому что, к сожалению, у нас есть норма в законе о гарантиях деятельности президента, где прописано право генерального прокурора подавать иски в защиту чести, достоинства президента. Вообще этот закон, он на самом деле очень древний, да, он с 2003 года, если не ошибаюсь. Тем более там есть, я извиняюсь, оговорочка, да, что подают иски в случае, когда не сработали иные меры прокурорского воздействия. Да? Чего, конечно, не было, а вот здрасте, вот вам иск. Да, на самом деле, да, там четко прописано, что генеральный прокурор должен подавать иски только в том случае, если не принесли эффект именно другие меры прокурорского реагирования, именно, то есть в данном случае прокуратура могла вынести предостережение или предупреждение, да, чтобы издание там удалило эту информацию, либо как-то изменило, да, его содержание. Но этого не было сделано, сразу как бы начали подаваться иски, причем как бы именно руководствуясь этой нормой, иски были поданы, это первый прецедент, когда по этой норме были поданы эти иски. В 2009 году, в 2003 году, после 2005 года генеральные прокуроры, они как-то заявляли, что будут подавать иски, да, в защиту чести экс-президентов, да, бывших руководителей, но как таковое этого не было сделано. Это такой прецедент. К сожалению, мы неоднократно, гражданское общество, да, в том числе как бы сами журналисты неоднократно поднимают тот вопрос, что генеральный прокурор – это надзорный орган. И в первую очередь по Конституции он надзирает за деятельностью государственных органов и должностных лиц. И они не имеют просто по Конституции полномочий, чтобы надзирать именно за деятельностью каких-то частных организаций, за деятельностью простых граждан. Да? То есть в данном случае президент, если он желает защитить свое доброе имя, то он должен подавать именно в частном порядке. Он должен предпринимать меры для защиты своих прав. Но эта норма существует, эта норма позволяет генпрокурору применять его, да, основываться им. И неоднократно уже были призывы не только со стороны местных гражданских обществ, но и со стороны международных организаций, чтобы государство предприняло попытки для исключения этой нормы. Потому что мы должны понимать то, что элементарно, да, Генеральная прокуратура за счет государственных денег не должен выступать частным адвокатом. А вот интересный вопрос. А сами журналисты, сами СМИ готовы лоббировать изменение этого законодательства? Вы с ними, насколько я знаю, на постоянном контакте, часто встречаетесь, да, устраиваете какие-то резиденции в редакциях, проводите ваши тренинги, да, по медиаправу. Вот что вообще вот в среде вот коллег происходит? Они осознают необходимость вот этого принятия, да, каких-то мер со своей стороны? Тут я бы хотела сразу, наверное, вопрос поднять по поводу журналистской солидарности, да, наверное. Интересно. Да, потому что, к сожалению, вот лично я, да, вот 5 лет работаю в Институте Медиаполиси и не могу утверждать то, что у нас журналистское сообщество, оно солидарно. То есть есть определенные группы журналистов, которые, да, могут поддерживать друг друга, да, но у нас очень сильное разделение кыргызскоязычных и русскоязычных журналистов, соответственно, разделение между внутри именно журналистского профессионального сообщества, да, и когда, например, появляется необходимость, когда необходимо консолидировать усилия и выступить единым фронтом, очень сложно на самом деле, потому что есть отдельные единицы таких активных, да, скажем так, изданий, журналистов, да, которые всегда как бы готовы поддерживать, но в большинстве своем как бы в части солидарности очень сложно, да, приходится. Что касается именно по поводу, опять же, да, именно конкретно вот этой нормы, готовы ли журналисты, но как таковой, как бы, я думаю, если поднять этот вопрос именно на должном уровне, журналисты, они поддержат эту инициативу, потому что они понимают, да, каким образом
суды рассматривают иски, когда иск подается от имени генерального прокурора в защиту чести президента, да, то есть это двойное давление, и говорить о справедливом разбирательстве не приходится. Я думаю, что если мы будем поднимать этот вопрос, да, когда придет время, потому что сейчас как бы там у нас судебные процессы, президентские выборы и так далее, да, возможно, когда этот вопрос поднимется, журналисты поддержат эту инициативу. На самом деле. Вот. Но именно на самом деле необходимо принимать меры для того, чтобы отменять эту норму, потому что есть прецедент довольно-таки не позитивный, да, довольно-таки негативный, и существуют риски, что и в последующем эта норма будет активно применяться. И, соответственно, как бы необходимо, опять же, работать именно с практикой рассмотрения судов, исков, вообще всех судебных процессов в отношении с участием средств массовой информации, в отношении средств массовой информации. Включая оценку самих судов? Да, и включая оценку самих судов, потому что решение судов, то есть зачастую именно вот правоприменительная практика показывает, что мотивировочная часть судей, она зачастую основывается на исковом заявлении, да? То есть это плохо на самом деле. Это показывает то, что судьи, они элементарно, критически не оценивают весь судебный процесс, да, и не могут дать оценку объективную всем обстоятельствам, которые были выяснены в ходе суда. Они априори уже... Да, априори они зависимые, да, априори, то есть они зависимы, да, то есть исковое заявление, оно полностью может ложиться в основу решения. Это как бы плохо. Самый для меня удивительный момент был, когда вот, суд постановил выплатить именно те суммы исков, да, которые запрашивались. Да, они и должны были. Да. Абсолютно такой механистичной такой работы. Да, вот поступила команда, вот, пожалуйста, да. Вот тут надо как бы в части моральной компенсации я хотела бы отметить, что на самом деле законодательство четко прописывает, что сторона, которая требует сумму определенную, она должна доказывать, на основании чего он требует. То есть физические, нравственные страдания должен доказать. Но зачастую в суде, как бы, если брать именно общую практику, мы вот представляем интересы средств массовой информации, в год у нас где-то 20-23 процесса, и зачастую суды требуют именно подтверждения со стороны истца определенных документальных подтверждений понесенным им страданий. Но в случае с последними исками этого не было сделано. То есть сколько и запрашивали, столько и было удовлетворено. Ну, это плохо. Я забыл термин. Мы, журналисты, давно еще, и, по-моему, с акаевских времен постоянно ставим вопрос о том, чтобы компенсационности. Были вот залог внесен. Вот истцом, который требует, у которого есть именно материальные претензии, да, чтобы он уплачивал пошлины, по-моему, кажется, да, предварительно. То есть, если он хочет получить 1 миллион, он 10% должен уже заплатить государству. Ну, да, у нас 100 тысяч. Но, к сожалению, почему-то вот такие нормальные, элементарные нормы у нас не проходят, и все это, конечно, порождает очень такую большую апатию у коллег. Я сейчас не берусь судить, что прям все стали пугливыми и осторожными, да, но хотя и есть, и такие оценки есть. Но любые оценки, конечно, субъективные, пусть каждый для себя на самом деле решает и оценивает. А, Алтына, вот интересно было бы, да, вот, ну, немножко так заглянуть в будущее. Конечно, вот, как в случае с врачами, всегда мы желаем, чтобы у них не было работы, да. Мы, журналисты, тоже желаем, чтобы у медиа-юристов было как можно меньше работы. Тем более вот после таких шоковых процессов против наших коллег. Но все-таки вот оцените уровень именно правовой грамотности, образованности наших журналистов. Я знаю, вы часто проводите, и в конце этой недели вы на юге будете серии тренингов, да, объедете все области. Вот подтянулись ли журналисты в этом отношении? То есть вот, насколько они хорошо знают законы, насколько они хорошо знают свои права? Ну, права журналисты свои хорошо знают, нежели об обязанностях, да, тут как бы сразу тоже хотелось бы обратить на это внимание. Но если вот опять же, да, в разрезе до исков президента, да, в целом как бы потребности со стороны средств массовой информации именно
по правовым знаниям, да, как таковой не было. То есть зачастую мы проявляли инициативу, чтобы рассказать им о последних тенденциях медиазаконодательства, об их правах и обязанностях. Но вот последние иски, они, наоборот, как бы сами редакции начали как бы стали заинтересованными в том, чтобы среди журналистов провести какой-то правовой ликбез, да? Но права хорошо знают, с обязанностями сложнее, то есть зачастую журналисты забывают, что именно все-таки они должны проверять на достоверность распространяемую им информацию, да? Зачастую как бы тут хромает именно, наверное, еще и, опять же, работа с источниками, оперативность информации, да? То есть вот эти факторы, они именно влияют в целом на деятельность журналистов. Но в целом, опять же, да, наверное, потом Валентина расскажет, в целом не только наша организация, но и другие организации сейчас как бы нацелены на том, чтобы именно весь свой ресурс направлять на то, чтобы обучать журналистов именно профессиональным стандартам. Спасибо. Да? На этой позитивной ноте. Тогда, ну, я как в качестве модератора позволю себе как бы две ремарки. Мы очень часто говорим про ответственность журналистов, да, и эта апелляция, да, к этому постулату, она как бы носит уже такой заранее, на наш журналистский взгляд, заранее такой обвинительный характер, да, что ах, вот вы такие негодники, да, вы тут шумите, шалите, да, а забывайте об ответственности. Это правильно. Вообще международная база правовая, регулирующая свободу слова, она предполагает целесообразное ограничение свободы слова. Она предполагает внесение в национальные, в страновые законодательства какие-то меры, да, которые позволяют даже судить журналистов, потому что мы это отлично знаем. Даже в развитых странах, где все в порядке со свободой слова, есть журналисты, которые сидят, да, за определенные какие-то нарушения, проступки. Но мы всегда забываем вторую часть этого процесса. Ответственность журналистов, она должна быть конгруентной ответственности властей. Потому что вот именно в условиях, когда в условиях непрозрачности, в условиях отсутствия информации со стороны исполнительных, судебных, законодательных ветвей властей, то вот эти информационные пустоты, вот этот вакуум, он и начинает заполняться. Ну, в худшем случае фейковыми новостями, слухами, ушатками, а в ряде случаев попыткой журналистов что-то найти, да. Но этот путь, конечно, очень сложный, и вполне возможно, вот как раз-таки в этом процессе и, может быть, и допускается, что где-то журналисты что-то не учли, что-то там не увидели, что-то неправильно оценили. Но вот заострять на этом внимание, вот, например, в тех же странах там, Западной Европы, в Штатах, да, там тоже это все прекрасно понимают, да, но они никогда не возводят это в абсолют. Они понимают, что работа СМИ сложна, и без, вот как это называют юристы, без добросовестных ошибок тоже не обходится, да, но за эти ошибки никто их особо там по голове не бьет. И, кстати, когда я говорил про сидящих журналистов, да, чтобы меня зрители неправильно не поняли вдруг, да, что, оказывается, можно сажать журналистов и все такое прочее. Нет, в основном эти случаи, они касаются Соединенных Штатов, где журналисты сидят просто благодаря вот так называемый патриотический акт, который был принят в 2001 году, и он связан с охраной вот этих военных тайн, военных секретов, когда проходили эти войны в Афганистане и в Ираке. То есть это тоже очень такой специфический момент, который нельзя, да, его как бы применять к обычной ситуации. А насчет солидарности я абсолютно согласен, да, действительно состояние солидарности оставляет желать лучшего. Очень много вот этих линий расколов, да, и не только русскоязычная, кыргызскоязычная, да, это частная пресса, это государственная, это там подконтрольная пресса, очень большой
как вот большое различие между бишкекскими СМИ, да, и остальными, там, ну, назовем их там региональными. Там всего хватает. И вот как раз-таки вот перед тем, как дать микрофон Кайргуль, я хотел бы объяснить, Катя в этом смысле, наверное, очень интересный пример, да, потому что она как раз-таки работала и в частных СМИ, она работала в государственных, она вообще руководила даже то, что мы там как бы называем там символом, да, государственного влияния информационного, да, была генеральным директором КТРК, при этом не только руководила бишкекскими изданиями, по-моему, у тебя есть опыт еще работы как раз региональной, да, журналистики, ты, по-моему, с Иссыкуля начинала. То есть ты фактически знаешь все стороны, все грани работы журналистики. И, безусловно, как бы в конце мы хотим обязательно от тебя услышать в многострадальном телеканале Джалбарат, теперь уже, да, бывший телеканал «Сентябрь», мы все вам сочувствуем, очень переживаем за вас. Но для начала в целом, да, вообще как бы о состоянии наших СМИ. Спасибо большое, Азамат. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое, что вы организовываете такие площадки для обсуждения действительно назревших проблем нашей многострадальной журналистики. Я бы хотела сказать, что на самом деле конец 2016 и 2017 год стал для независимых средств массовой информации и для независимых журналистов переломным в истории независимого Кыргызстана. Почему? Потому что за все время независимости Кыргызстана нас, журналистов, и не только журналистов, всех активных граждан Кыргызстана приучили к тому, что мы должны быть свободными. Мы должны уметь говорить о том, что мы думаем, и мы должны это доносить до большей части населения, особенно это, если касается журналистов. И, естественно, активные граждане, они становятся или политиками, кто-то уходит в правозащитную сферу, а мы, активные граждане, становимся журналистами не просто потому, что профессия понравилась, а потому что у нас внутри есть то, что мы хотим донести до телезрителя, радиослушателя или до нашего читателя. Не, я бы сказал, зависимость другая, это люди хотят, чтобы им кто-то... Конечно, и поэтому мы не просто стали журналистами, мы стали журналистами, потому что у нас есть своя позиция. И эта позиция, она не дает нам покоя нигде, потому что даже если мы знаем, что где-то идет пожар, мы должны встать в 4 часа утра и идти и освещать этот пожар, потому что мы знаем, что завтра от нас ждут этих новостей. Или сейчас эти новости очень необходимы хотя бы одному телезрителю. Если мы донесем хотя бы до одного телезрителя, это уже наш успех. И, естественно, мы воспитывались в этой стране свободными, и мы хотим в этой стране быть свободными. И когда это декларировалось многие годы, и в последний год это стало для нас угрозой уже, это говорит о том, что нам на самом деле уже нужно понимать и думать, а нужно ли Кыргызстану вообще независимая СМИ? А может быть, все-таки давайте закроем все закулисы, это все, что происходит. Да, давайте просто скажем честно, нам не нужны независимые СМИ, нам не нужна свобода слова. Давайте скажите, нам нужны государственные СМИ, хотя вы, уважаемые руководители нашей страны, почему-то в 2010 году сделали государственные СМИ общественными, и почему-то вы не пользуетесь этой площадкой, то есть вы пользуетесь этой площадкой как государственными, а общественными эти СМИ так и не стали. И давайте просто снимем эту призму и скажем,
закрываем все независимое, закрываем все свободное. Теперь наша страна авторитарная. Давайте жить, как живут наши соседи. Раз уж постоянно мы приводим в пример, посмотрите, как в Узбекистане, посмотрите, как в Туркменистане. Ну, живите тогда, как в Туркменистане, как в Узбекистане. Почему вы декларируете, почему вы доносите до телезрителей и до большинства наших зрителей, до большинства наших граждан то, чего у нас нету? На самом деле 2017 год показал, что у нас нету критической массы, да? То есть людей, которые хотят донести критику до населения того, что происходит в стране. В стране-то происходит не все так гладко. Если бы в стране было гладко, если бы действительно все было замечательно, развивалась бы экономика, политики бы сами собой не ссорились, да, и вели бы какую-то там нормальную там, диалоговую там, площадку какую-нибудь организовали бы, тогда да, пожалуйста, мы бы писали бы именно то, что происходит в стране. Но мы пишем, то есть в той стране, в которой бы они хотели бы жить. Но мы пишем то, что происходит сейчас. Сейчас не все гладко. Сейчас действительно у нас есть за что критиковать. И как? За эту критику, за то, что ты имеешь свободное независимое мнение, ты за это должен нести ответственность сейчас, получается. То есть практически нам закрыли рты везде, где можно, нам закрыли рты. Вы посмотрите, на кого сейчас оказывается основное давление. Оказывается основное давление на тех, у кого есть позиция. 24 KG агентство, портал «Заноза», Клуб KG, ну там, да, там нету исков, но тем не менее их тоже критиковали за то, что у них есть какая-то позиция. А Затык попытались их тоже как бы приструнить, и я не знаю, как они себя сейчас чувствуют, но я думаю, что они тоже не чувствуют себя, далеко не чувствуют себя совершенно открытыми и независимыми. И в итоге телеканал «Сентябрь». Да, телеканал «Сентябрь», он создавался, да, у него есть как бы история, это была региональная телестанция, но она была закрыта в прошлом году. И закрыта была в прошлом году, потому что открылся другой «Сентябрь». Этот «Сентябрь» называется «Цифровой телеканал «Сентябрь». Просто был перенят бренд и, конечно, юридическое лицо. Но это не значит, что как бы все, что было там 3 года назад или год назад, за это должны отвечать другой коллектив, новый коллектив. Может быть, да, мы будем отвечать. Пожалуйста, хоть за тех мы будем отвечать, хоть за те слова, которые мы сейчас говорим, мы будем отвечать. Но давайте мы будем отвечать все это по закону. Почему в данный момент законы Кыргызстана работают избирательно? Почему власти используют законы Кыргызстана избирательно? Почему для кого-то существуют эти нормы, а для кого-то эти нормы не существуют? Почему даже в избирательном, вот сейчас до предвыборной ситуации, да, происходит такое, что для кого-то предвыборная агитация – это есть то, что он как бы не должен выпячивать себя и рассказывать о том, что он вообще делал и делает, а для партии власти, для кандидата Сооронбая Жээнбекова, почему не существуют другие законы? Почему вчера Мирзиёев говорит о том, что вот, хорошо было бы, да, если вот преемник, да, это же уже агитация. Пожалуйста, если вы говорите о том, что Темир Сариев или там 24 KG нарушает законы, всех, кто вчера освещал визит Мирзиёева и подавал его вот именно оценку предвыборной ситуации в Кыргызстане, пожалуйста, давайте их лишать аккредитации. Почему избирательно все происходит у нас в Кыргызстане? Почему нарушаются законы, но международные агентства и международные институты, которые у нас присутствуют в Кыргызстане, они не говорят так, как мы видим эту ситуацию? Почему они думают, что у нас есть как бы то, что мы не видим их позиции? Мы видим их позиции. Их позиция говорит о том, что они или не осведомлены о том, что происходит, или просто закрывают на самом деле глаза. И хотелось бы еще обратиться к ситуации со СМИ. Ситуация со СМИ, она удручающая сейчас на самом деле. Почему? Потому что самоцензура, которая сейчас привела вот эти последние иски, закрытие телеканала, самоцензура – это самое страшное, что может быть в журналистике.
Это просто нужно журналисту, если он сам себя там говорит о том, что ты должен заткнуть свой рот, чтобы потом не подпасть под прессинг, то лучше ему уйти, журналистски уйти и заниматься действительно каким-нибудь другим делом, более таким вот миролюбивым, чтобы никого не затронуть, спокойным делом. Это не журналистика. Но если ты хочешь доносить до массы, да, до населения вот, хотя бы информацию, то ты должен быть хотя бы объективен. Почему государственные СМИ и те, которые сейчас лояльны к партии власти или вот, к руководству страны, почему они не говорят ту сторону тоже, почему они не предоставляют вторую сторону конфликта? Потом, что касается тех, кто работает, как бы, ну, вот, кто ставит себя под удар. Ну, например, давайте возьмем хорошо телеканал «Сентябрь». Телеканал «Сентябрь» не ставил перед собой изначально быть там, оппозиционным телеканалом. Он не ставил перед собой такой цели. И на самом деле добросовестно телеканал «Сентябрь» работал в плане предоставления объективной информации о том, что происходит там или вот, там, в селе или же в Бишкеке. Мы действительно старались делать все возможное, чтобы телезритель получал достоверную информацию. И мы к этому стремились. Мы аккредитовывались практически во всех государственных органах. Мы получали аккредитацию и спокойно работали до декабря 2016 года. До тех пор, пока телеканал «Сентябрь» благодаря президенту Атамбаеву не был допущен на его пресс-конференцию. Мы же шли не домой Алмазбеку Атамбаеву, да? Мы же шли, наверное, в государственную резиденцию президента Кыргызстана, где президент Кыргызстана должен был дать пресс-конференцию, а пресс-конференция – это площадка, где человек рассказывает о своей деятельности, и на пресс-конференцию приглашаются журналисты все, и журналисты доносят до телезрителя то, что говорит тот или иной интервьюер. И то есть практически человек, владеющий властью, он закрывает доступ к информации, отдельным средствам массовой информации, потому что на аккредитации в этот день лишились и журналисты газеты «Республика» и сайта «Фергана». То есть если государственные органы закрывают доступ к информации, то как можно говорить потом об объективности? То есть, естественно, необходимо говорить об объективности, если ты сам объективен. И данная ситуация, вот то, что сейчас мы имеем то, что мы имеем. На самом деле мы ничего не имеем. У нас нету свободы слова. Если вы хотите сказать, есть она свобода слова и мы независимы, то покажите пример. Где? Тогда мы, может быть, согласимся и скажем, мы не правы. Извините, это мы будем менять профессию. Мы не будем тогда в этой профессии, тогда мы будем работать уже, может быть, там, другой ипостаси, да? Вот, Катя, насчет другой ипостаси. В цифре вас теперь нет. Вообще сентября нет. Как вы сейчас работаете с вашей аудиторией? Когда было принято решение о закрытии телеканала, решение о закрытии телеканала было принято практически за несколько часов судом, то действительно мы поняли, что суд, он изначально знал, что он будет делать. То есть ему даже не надо было идти в совещательную комнату и принимать решения. И то, что прозвучало на суде, то, что говорили представители государственных органов, действительно было видно, что это был сговор, да, что они уже было понятно даже по их там, поведению, что они уже все знали, к чему это придет. Не знал только представитель телеканала «Сентябрь», который туда пошел, чтобы просто рассказать о том, что, извините, у нас нет юриста, потому что мы не успели оформить доверенность на юриста. И поэтому давайте, пожалуйста, перенесем хотя бы на завтра, чтобы там руководитель, который отсутствовал, мог приехать, потому что он был в командировке, и оформить доверенность на юриста. Но суд сказал, вы пришли, нам этого достаточно, давайте быстренько все рассмотрим. И вообще у нас мало времени, давайте там, я сейчас приму решение и все.
Ну, она так и сделала. Судья Джилдыз Джумабаева, она быстро приняла решение о закрытии телеканала, и буквально было вынесено решение закрыть телеканал немедленно. То есть телеканалы уже, как бы телеканала «Сентябрь» в цифровом сегменте нет. То есть те, кто, как бы телезрители, кто мог через ресиверы получать сигнал телеканала, его уже не получат. Уже практически 2 недели прошло с тех пор, как вещание прекратилось. И мы, естественно, как бы я не руководитель телеканала, я сразу скажу, я основатель этого телеканала. Я управляла этим телеканалом, потому что мне доверили это делать. Как вы уже сказали, у меня огромный опыт работы практически с регионального. Я дошла до генерального директора КТР. Да? Естественно, как бы мой опыт работы, он пригодился. И когда начинали этот телеканал создавать, меня пригласили в качестве консультанта. И я... Настолько мне понравилось это делать, и настолько мне понравилось это делать с той командой, которую вот мы начинали, что я как бы до сих пор с ними. Хотя на самом деле юридически я там как бы, получается, я президент без мандата, президент телекомпании без мандата, да? Но, тем не менее, конечно, все меня воспринимают как руководителя, потому что я даю направление, я им рассказываю, как бы мы могли делать. Даже в юридическом плане, вот в Медиаполисе у нас были в гостях, и они, когда проводили, я им говорила о том, что мы делаем все возможное, чтобы обезопасить себя юридически, потому что мы не даем ни эксклюзивов, хотя эксклюзивов огромное количество, мы даем то, что пишут другие. Но то, что не выходит на государственных каналах, вот это и было наше отличие. И мы не даем непроверенные факты. То есть все факты, которые мы давали, их можно было бы проверить, и действительно по всем фактам каждый журналист бы отвечал. И когда вот закрылся телеканал, мы провели несколько собраний среди коллектива. Естественно, как бы у нас изменились уже... То есть к нам изменилось отношение и учредителей, и вообще изменилось отношение как бы руководителей. И я собрала коллектив, и мы честно поговорили со всеми. Я сказала, что вообще не проблема, да, как бы, естественно, сейчас у всех есть семьи. Это форс-мажор, еще потребуется время для того, чтобы телеканал «Сентябрь» вернул себе вещание, а я вам точно говорю, что когда-нибудь в этой жизни телеканал «Сентябрь» вернет себе телевещание, может быть, даже не с этой командой, но в любом случае телеканал «Сентябрь» будет работать. Я пригласила наших журналистов, операторов, монтажеров и предложила им варианты выхода из ситуации. И, конечно, как бы вариант ситуации с Жалбыраком был предложен на этом собрании. Он был предложен самим коллективом. Коллектив, он настолько профессионален и он настолько принципиален, что меня удивила их позиция. Коллектив принял решение работать даже без зарплаты. То есть они сказали: хорошо, мы будем поддерживать вот то, что мы начали. Хорошо, пусть это будет не телевещание. Давайте, вот мы наработали своих подписчиков в YouTube. У нас сейчас их больше 52 тысяч. Просмотров в месяц наших материалов достигало 4 миллионов. То есть статистика официально уже есть. И, конечно, как бы мы все это не хотели терять. То есть у нас была площадка, да? А у коллектива, у членов коллектива был выбор: или идти работать дальше по другим проектам, то есть на другие телестанции, некоторые так и сделали, а остались только те, кто был принципиален и кто действительно захотел нести вот эту ношу до конца, потому что мы решили посмотреть, а что будет дальше. Сможем ли мы как бы раскрутить Жалбырак точно так же, как мы год назад раскручивали «Сентябрь». И мы на самом деле как бы открыли новый проект. Проект называется «Жалбырак ТВ». Это, конечно, не телевидение, но это интернет-вещание. YouTube, как бы телеканал в YouTube у нас уже есть. Мы открываем сайт, и мы будем работать именно по этим направлениям. То есть мы решили уйти по развитию новых медиа в Кыргызстане.
И мы это сделаем, потому что как бы интерес есть, это что-то новое, это что-то такое вот интересное, но мы не теряем той позиции, которой мы придерживались, мы будем подавать такую же информацию, которую мы подавали раньше, потому что в течение 2 недель, в течение которых мы туда-сюда как бы, да, принимали решения, зрители начали нам звонить, начали писать письма, кто-то гневные, кто-то думал, что мы сами прекратили телевещание, что как бы они говорили, почему это вы так сделали, нельзя так делать, верните нам телевидение. Такое ощущение было, что это от нас зависит. Да? Мы им рассказывали, что это не наше решение, что это решение других людей. Кто-то из наших телезрителей уже выступил инициаторами, они начали писать письма, разные инстанции. Кто-то приходил к нам, у нас возмущался в телестудии. Было такое, что даже один там, аксакал, он ехал в маршрутке, и когда вот было решение о закрытии телеканала, мы вещали практически там 6 часов в прямом эфире, говорили о том, что закрывается телеканал, а потом это в маршрутке ехали и обсуждали, что телеканал «Сентябрь» закрывается, там разные споры какие-то были. Аксакал услышал это и пришел к нам в студию. Вы представьте себе, он еле нашел нашу студию и решил дать свое интервью. Он сказал о том, что на самом деле как бы он смотрел нас просто потому, что ему было интересно. А раз уж мы за 1 год вызвали интерес у телезрителя, то мы, я думаю, что в новом ипостасе, да, в новых медиа, в новом качестве мы тоже вызовем интерес у ютубера теперь уже, да, у пользователя там, Фейсбука, да, в Фейсбуке, пожалуйста, да, можно нас найти на сайте, который мы скоро откроем. То есть действительно можно найти выходы везде. То есть язык отрезать невозможно. Конечно, можно говорить о том, что сейчас в Кыргызстане не режут журналистов, там, не избивают, там, не выкидывают с окошка, да, там, не убивают, но можно сейчас говорить смело о том, что сейчас просто душат и финансово душат, да, журналистов. Душат журналистов вот тем, что как бы там находят родственников, да, и через родственников находят пути давления на журналистов. То есть, если не это, то находят какие-то еще способы давления на журналистов. Это есть. Я не знаю, что хуже, или тебя там побьют, и ты уедешь в Швецию, а через там, 6 лет получишь данк за то, что ты уехал в Швецию, или же, что хуже, остаться здесь и постоянно быть под прессингом. Не знаю, что хуже, но на самом деле сейчас ситуация в Кыргызстане вот такая. Ну, тем не менее, мы желаем вам успехов, да, вот теперь уже перешли в новые форматы. Если не говорить о той судебной несправедливости, которая вот с вами произошла, парадокс, он в другом заключается. Сейчас во всем мире журналисты сами добровольно уходят в YouTube, уходят в социальные сети, отказываются даже от своих сайтов, да, этих персональных, и растворяются в том же Фейсбуке, в том же Твиттере. Это сложный путь, они экспериментируют, они находят какие-то новые пути, они учатся зарабатывать там, чтобы быть финансово независимыми. Поэтому, вот с одной стороны, я думаю, все правильно поймут, тут нет никакой издевки, да, может быть, и но зато у вас теперь шикарная возможность. Вы пионеры, вы первооткрыватели. Если вы сейчас завоюете теперь и эту нишу, да, вы вообще станете лидерами вот того самого интернет-вещания, да, и все такого прочего, потому что скоро вот все вот эти гаджеты, да, они с каждым годом все доступнее, все лучше, да, интернет все скоростнее, вот, так что ну, как говорится, нет худа без добра, а что нам еще остается в такой ситуации, да? Мы, журналисты, такие, всегда ищем что-то хорошее, да, и остаемся оптимистами даже в самой, казалось бы, такой безвыходной и тяжелой ситуации. Ну вот,
Очень интересно, конечно, да, действительно у вас сейчас остались патриоты, такие цельные личности, да, и хорошо, что вы верите, что когда-то к сентябрю вернется, да, право телевещания, вы, скажем так, вот все-таки отстоите, да, свою правоту, там, историческую. Но вот есть слова одного из моих любимых философов, Бенджамина Франклина, да, он когда-то говорил, но это он говорил про избирателей, да, что пустой мешок не может стоять прямо. То есть, если человек там беден, да, без источников заработка, да, если он зависим, да, он не может там честно голосовать, его всегда можно будет подкупить. Но если экстраполировать это к журналистам, вот у нас очень многие проблемы как раз таки из-за того, что низкие зарплаты, да, и мало возможностей легально зарабатывать, да, и жить нормально, да, ни в чем себе не отказывая. Вот это становится причиной того, что журналистов очень легко подкупить. И их очень легко заставить, вынудить говорить неправду, да, или просто молчать о правде, там, хвалить кого-то, да, неважно, депутат, политик, там, бизнесмен какой-то. Вот почему, собственно говоря, вот во всех рейтингах вообще роль СМИ, вот она падает всегда, да, потому что у людей журналисты уже стали ассоциироваться там, ну, с бульварными, с желтыми, да, там, с писаками, да, с продажными, со сплетниками, да, вот даже слово вот этот ушахтология, да, она уже стала таким неким брендом. И вот знаете, если даже не вся журналистика такая, это вот, конечно, в первую очередь большая роль медиаорганизаций. Почему, собственно говоря, мы сегодня пригласили и Айнагуль Абдрахманову, и Валентину Галич, да, я напоминаю, что Айнагуль представляет фонд Сорос Кыргызстан, Валентина работает в медиаорганизации Интерньюз. Вот если говорить о фонде Сорос Кыргызстан, трудно найти вообще в Кыргызстане редакцию, да, которая хоть когда-то, да, там, не получала техническую помощь, да, там, или компьютер, или даже диктофон какой-нибудь, я не знаю, или журналистов, которые не были бы там на каких-то ваших мероприятиях, да, профинансированных, запланированных, да, вами. Это и круглые столы, это и тренинги, это и какие-то медиатуры как внутри республики, так и обучающие поездки там за рубеж. В общем, вклад в то, чтобы наши СМИ были и технически оснащены, да, и как-то были вооружены знаниями, благодаря которым они могли бы зарабатывать, да, причем зарабатывать как и деньги, так и авторитет, репутацию, доверие у читательской и у зрительской аудитории. Вот, поэтому, конечно, вам большое спасибо, потому что мы, наверное, как медиаэксперты знаем, да, что на самом деле вы делаете. Но другая сторона – это бесконечная критика и упреки вас. Очень многие журналисты, причем когда их спрашиваешь, они даже не могут рационально объяснить, почему они так считают, да? Они считают, что фонд погряз там в какой-то своей коррупции, что у него там есть какие-то любимчики, что они вот деньги направляют куда угодно, там для галочки, для отчетности, но только не на то, что нужно журналистам. Вот сложилась, к сожалению, вот такая противоречивая ситуация. И я с удовольствием передаю тебе слово, Айнагуль, да, и вот хотелось бы, вот, как бы, чтобы вот, как вот, обо всем этом давайте порассуждаем, что тут правда, что нет, как на самом деле реальность обстоит. Ну, я начну с того, что поддержу, что Алтынай когда сказал, что в 2010 году мы были на волне эйфории, что у нас есть свобода слова. А я думаю, что тогда многие доноры, которые работают в поддержке СМИ и медиа,
они расставили приоритеты немножко по-другому. Они направили основные средства, это на поддержку общественного телевидения, да, была на тот момент важная задача создать общественное телевидение на примере ОТРК и НТМАК, и результат вы сейчас сами прекрасно знаете, не буду об этом говорить и давать оценку свою. И на переход к цифровому телевидению. Вот, прошло 7 лет, получается, да, и по общественному телевидению, я думаю, что результаты плачевные, была проведена огромная работа, ее нельзя умалять, что был и технический аудит, и... Да, но на самом деле ОТРК, на мой взгляд, еще не стал общественным телевидением, общественной площадкой. Это все-таки подконтрольный государству орган, да, так сказать. И НТМАК показывал, мы на него имели большие надежды, до сих пор имеем, и просто все ждут часа X и посмотрим, как поведет себя НТМАК в этой ситуации во время выборов, и тогда уже можно будет сделать окончательное, наверное, решение, были ли наши средства направлены на развитие общественного телевидения, оправданы или нет. А второй, приоритет, это был переход на цифру. Здесь мы можем сказать, да, мы пионеры, мы перешли на цифру, мы это сделали. И действительно, фонд Сорос был на протяжении 4 лет чуть ли не единственным донором, который финансировал переход на цифру. Затем присоединился ОБСЕ на последних годах, и Интерньюз, когда уже пошла сам переход, уже в последние годы. Но сейчас я, как руководитель программы развития СМИ, хочу поменять свои приоритеты. ОТРК, общественное телевидение закончилось, цифра закончилась, да, и я больше хочу обратить именно внимание на то, что мы сейчас говорили, о том, что журналистам нужна солидарность, возможно, мы будем направлять средства на укрепление этой солидарности, на создание или поддержку существующих организаций, которые работают над профсоюзными интересами. Потому что у нас все-таки опыт это больше Советского Союза, да, посмотреть, как защищают права своих журналистов за рубежом, взять лучшие практики, применить их в Кыргызстане. А во-вторых, это направление, когда они сами подкованы. Я против самоцензуры. Я за то, чтобы они использовали свои знания, свое умение, свой профессионализм для того, чтобы донести правду. Я против закрытого общества, я хочу, чтобы было много мнений, разных мнений, и каждый из нас должен сам делать выбор. Я против того, чтобы у нас была пропаганда, или мы жили в таком ограниченном информационном поле. И поэтому одна из моих задач ставить это свои стратегические цели, я ставлю, да, на ближайшие 3-4 года, это создание условий для появления независимых СМИ и развитие плюрализма. То есть развитие плюрализма, то есть могут быть политически ангажированные, но которые дают альтернативу. То есть таких СМИ мы тоже готовы поддерживать. Я думаю, что из-за того, что были приоритеты в какой-то момент передвинуты на создание общественного телевидения и цифры, и мы вымыли немножко компонент поддержки самих журналистов, возникло такое ощущение, что не все доноры поддерживают. Другим большим трендом является, что вообще доноры перестали поддерживать медиа, да. Опять же, это потому, что в сравнении с другими центральными азиатскими странами у нас все благополучно, хотя последние отчеты говорят о том, что идет тенденция к ухудшению. И на всех встречах я просто говорю, вы не должны нас сравнивать с другими странами нашего региона, вы должны хотя бы нас сравнивать с самими буквально 2-3 года назад, или уже на то пошло более продвинутыми странами. Я не хочу, чтобы сравнивали Кыргызстан с Туркменистаном или другой авторитарной страной. Я хочу, чтобы Кыргызстан сравнивали хотя бы с Кыргызстаном 2012 года или уже более развитыми странами. Поэтому мы другими направлениями, которыми мы будем работать, это именно то, что поддержка новых медиа, новых форматов, о которых говорила Кайыргуль, о том, что рано или поздно этот YouTube, интернет, он будет вырабатывать все больше и больше долю, вырывать эту долю у других традиционных СМИ, поэтому это, перспективное направление, мы думаем, и уже начали небольшую в этом направлении работы. К сожалению, наши фонды ограничены тоже. Мы пытаемся, с одной стороны, растянуть эти деньги, чтобы дать возможность медиаорганизациям защищать интересы журналистов, потому что это делается ими на бесплатной основе. Хотя, я думаю, некоторые уважаемые СМИ должны, наверное, уже себе позволить юристов для того, чтобы защищать их интерес, потому что сейчас эра другая. И информационный век, информация просто разлетается в миг, и
многие злоупотребляют, в том числе и государственные органы, тем, о чем вещают журналисты, и ссылаются на несуществующие, возможно, нормы закона. Потому что по закрытию сентября там, по-моему, нет нигде, что прям закрытие, на какую норму они ссылаются, тоже как бы не обнаружила в законе о СМИ, так сказать. Вот, и поэтому, возможно, нам, журналистам, я считаю, я тоже себя отношусь к этой когорте, нужно себя защищать за счет того, что мы будем подкованы и знать о своих правах и обязанностях, но это очень сложно в государстве, где не работают законы. Не только вот они избирательно не работают. Мне кажется, это был просто провал всей судебной реформы, потому что я присутствовала на стольких судебных процессах, я была просто в ужасе, потому что никто не воспринимал, что идет на процессе, потому что для галочки хотя бы выслушивали «спасибо» на этом, но на этом закончилась демонстрация, так сказать, независимости судебной системы, потому что уже выносились решения, которые мы уже даже гадалки ходить не надо, мы просто знали, о чем будет речь. Поэтому мы сейчас как бы в этом направлении начали работу, запустили несколько медиаисследований, прежде чем начать работу, чтобы сделать замеры, да, где нам нужно уже сделать интервенцию. По той же медиаграмотности у нас сейчас идет исследование по исследованию уровня, чтобы научить народ критически мыслить и воспринимать информацию. Раз мы не можем противостоять пропаганде, мы не можем выйти из информационного влияния Российской Федерации или других государств, которые вещают на нашем информационном поле, мы должны научить людей критически воспринимать эту информацию. Мы должны людей научить, чтобы они требовали альтернативной информации. То есть мы должны работать над тем, чтобы создавать спрос у самих людей. Тогда это будет давление уже идти выше, потому сверху это сложно будет, да, как-то менять, потому что сейчас верхи не хотят, мы должны низы, чтобы они хотели и что-то меняли. Вот как бы картина в целом вот такая, я не знаю, ответила ли я на ваш вопрос. Если да, вполне. Большое спасибо. Действительно, очень такая развернутая картина, да, была предоставлена. Вот теперь нам теперь как бы стали понятны, да, вообще вот эти ориентиры, да, по как бы приоритетам, по ценностям. И я думаю, что мы все, да, если даже не станем бенефициарами, да, но хотя бы свидетелями, да, вот, новой фазы активизации фонда и ее проникновения именно вот как бы в толщу, да, журналистики. Потому что, знаете, мы очень часто как бы, правильно, да, говоря как бы о брендах, о редакциях, о самих СМИ, упускаем из виду роль просто единичных журналистов. А она очень велика, потому что, как говорится, это как раз-таки тот случай, когда и один воин в поле, и опять-таки благодаря проникновению вот этих всех технологических новшеств, когда один человек дома у себя, там не надо даже снимать никакого офиса, вот встал, проснулся, там, или сидя в кофейне, может заниматься медиа, он может делать новости, он может зарабатывать, он может находить свою аудиторию и ни в чем не уступать вот таким традиционным классическим медиа. И тут уже просто неоценимый вклад вносит Интерньюс Кыргызстан. Вот мы, кстати, вот уже вспоминали пример Интымака, да, это такой самый заметный бриллиантик в короне Интерньюса на сегодня. И, собственно говоря, вот пример вот этой мультимедийной и кроссплатформенной редакции, да, Интымака, он показывает, что на самом деле вот к чему приводят правильные инвестиции. Да? Ош, благодаря Интымаку, перестал быть информационной провинцией. То есть они создают свою повестку дня, причем это делают на разных платформах, и телевидение, и интернет, и газета, и радио. Причем, что особенно ценно, они делают это на 3 языках. Там может быть еще много плюсов внутри, да? Но, к сожалению, просто как бы мы-то не так глубоко изучаем ситуацию, как это делают наши коллеги в Интерньюсе.
Но Валентина, хотелось бы вообще услышать о том, как сейчас состояние вообще медиаобразования. Все, что происходит с обучением, с тренингами, где вам удается, где нет. Да? И очень интересная тема – это реакции и поведение самих журналистов. Потому что вот я тоже иногда веду медиатренинги, я просто, к сожалению, сталкиваюсь и с таким фактором, да, когда журналисты эти тренинги воспринимают просто как вид такого краткосрочного отпуска. Куда-то съездить бесплатно, покушать, да, готовый номер на Иссык-Куле. Вот что делать с этим таким вот как бы с потребительским отношением, да, вот с таким с поверхностным и легким отношением коллег, это тоже большая задача, потому что не проводить тренинги совсем тоже нельзя, с одной стороны. А как добиться того, чтобы они были максимально эффективными, чтобы они приносили результат, вот это тоже другая проблема. Ну, в общем, давай, Валентина. Я прошу прощения, можно я вклинюсь? Конечно. Я бы хотела отметить роль именно Интерньюса в воспитании журналистов, и потому что я сама воспитанник тренингов Интерньюса, потому что по своей профессии я преподаватель английского языка. И в журналистику я попала вот как раз-таки в Караколе на канале МТВ, и я туда пришла из ниоткуда. И меня отправили на тренинги в Интерньюс, Бишкек, и действительно там никто не прожирал, никто не это. На самом деле мы учились, потому что были очень сильные тренеры, приглашены из России. Они воспитывали в нас вот именно настоящих профессиональных журналистов. Я прошла где-то около 10 тренингов Интерньюса, и мне этого хватило для того, чтобы писать и монтировать без журфака, без ничего. Как бы я в течение где-то 5 лет я проходила эти очень жесткие тренинги. Где-то по 10 дней мы зарывались где-то в какой-нибудь гостинице. Мы жили там, и мы творили, и мы делали хорошие материалы. Мы сами все сказали. То есть практически Интерньюс – это кузница кадров. Да, на самом деле я прошла через эти тренинги, я благодарна Интерньюсу за то, что они воспитали во мне независимого свободного журналиста. Позже я стала сама тренером Интерньюса, я где-то 2 школы журналистики я выпустила в Интерньюсе. Вот, спасибо вам. Здорово. Ну, да, наверное, это самый лучший фидбэк для Интерньюса, как бы вживую. Ну, если говорить о медиаобучении, то, наверное, тут надо само медиаобучение разграничить на несколько блоков. Очень важно, когда готовишь модуль тренинга, либо определяешь, кого из специалистов пригласить проводить это обучение, очень важно понять, для кого оно будет проводиться. Вот. И если брать Кыргызстан, то здесь, конечно, необходимо проводить обучение для молодых журналистов, которые выпускаются из университетов, с факультетов журналистики. И зачастую там надо всегда начинать с самых азов, с той же азбуки новостей, да, как эти новости делают, и как это сделать объективно, в каких форматах это можно подать, и что бывают новости с элементами аналитики, либо какие-то простые новостные сюжеты. Вот. Также есть необходимость обучения в освещении профильных каких-то тем, то есть как освещать гендер, как освещать экологию, да, профильные какие-то темы. Вот. Также есть необходимость в обучении уже журналистов, которые по много лет работают в редакциях. И здесь уже упомянули о том, что у нас очень бурное развитие интернета в Кыргызстане и очень глубокое проникновение того же мобильного интернета. И поэтому есть необходимость в обучении пользования новыми какими-то интернет-инструментами, которые помогли бы не только как-то улучшить, разнообразить контент, да, редакции, но и еще и заработать на этом контенте. То есть из прежних аналоговых журналистов... Да, взрастить цифровых. Вот, которые впоследствии, как вы сказали, могут, в принципе, уйти из редакции и зарабатывать эти деньги самостоятельно, формируя какой-то интересный контент, то есть более-менее какой-то объективный. Вот.
Что касается Интерньюс, то с учетом общих тенденций мировых, ну и не исключая, конечно, тенденций, которые имеются в Кыргызстане, мы определили для себя несколько основных направлений для обучения. Это экологическая журналистика, это журналистские расследования. Вот. Потом мы очень много работаем в направлении развития, улучшения контента, ну и, конечно, доступ к информации. Все эти направления, они между собой взаимосвязаны. В том плане, что если брать экологическую журналистику или доступ к информации, то там речь идет о том, чтобы научить журналистов извлекать какие-то данные из открытых источников, получать какие-то данные от государственных органов, но и не только получить, но еще и правильно их верифицировать и правильно преподнести аудитории в том плане, чтобы аудитории эти цифры были понятны. Допустим, цифры по парниковым газам, цифры по выхлопам, которые производят на автомобили в Бишкеке, к примеру. Вот, этих цифр очень много и в интернет-пространстве, и в отчетах каких-то экологических НКО, но их никто не читает. И вот задача этого обучения, чтобы эти цифры стали доступны в какой-то удобной форме, удобной для понимания аудитории. Вот. Что касается журналистских расследований, то этот жанр, он тоже у нас, наверное, только получает развитие в Кыргызстане. Вот. И было проведено ряд тренингов, где был приглашен специалист очень хороший, это Олег Хоминок, который рассказывал о том, как проводить, вообще рассказывал, что такое журналистское расследование, в чем его отличие от того же специального репортажа. Как оказалось, многие не знают, вот, и зачастую спецрепы выдают за какие-то журналистские расследования. Вот. И важно было то, что на этих обучениях журналистов научили пользоваться интернет-инструментами, и эти интернет-инструменты позволяют теперь им получать, то есть изымать какую-то информацию даже с каких-то международных источников, которые находятся в открытом доступе. Хороший пример был это расследование в редакции КЛОП, когда они там по имуществу заходили и выискивали, что где-то в Болгарии у наших чиновников имеется какое-то имущество. Вот. Что касается того же доступа к информации, то, вы знаете, зачастую, даже минуя какие-то необходимые интернет-инструменты для получения информации, некоторые журналисты, ну, это чаще всего молодые, они не умеют даже составлять запросы. То есть просто в письменной форме, и они не знают о сроках. И что делать, если полученный ответ, он не соответствует твоему запросу? Что делать, если ответ вообще не пришел? То есть вот даже какие-то такие азы иногда приходится проводить обучение. Вот. Что еще добавить? Ну и очень важное направление – это развитие медиаконтента в том плане, что учитывая мировые тренды, ну и учитывая то, что аудитория ушла в интернет, либо сменила, да, какие-то, как это, устройство для потребления информации, то есть телевизор сменился планшетами, компьютерами и мобильным телефоном, соответственно, редакции тоже должны как-то трансформироваться и переходить в какой-то конвергентный формат. Вот. Мало назвать себя конвергентной редакцией, важно ею быть. Вот. А для того, чтобы ею быть, надо использовать несколько форматов для преподнесения этой информации аудитории и понимать, через что она тебя воспринимает, через что она тебя видит. Вот. И для этого, конечно, тоже проводятся какие-то даже не тренинги, а прям конкретные резиденции, когда приезжает специалист в редакцию и прям там работает и смотрит, что необходимо делать и куда необходимо как бы направить весь свой потенциал и куда необходимо направить потенциал этой редакции. Вот в частности у нас были хорошие примеры по 24 KG, по Ошпериму, ну, Интемак, как вы уже отметили, конечно, у них там несколько форматов используется. Вот. И основной показатель, то есть как отслеживается какой-то успех, это увеличение аудитории. Вы все знаете, что есть Google метрики, которые позволяют отследить не только, отследить и сравнить показатели за прошлый период и за настоящий, но и в то же время увидеть, с какого устройства тебя смотрят и читают, как возрастные какие-то категории, да, социальные, географию. Вот, то есть и этому тоже учим. Валентин, все очень понятно. У меня только вот один вопрос возник.
А вот это все ваши обучающие продукты направлены на профессиональных журналистов или вы охватываете или нет, вот, ну скажем так, гражданских журналистов, сетевых активистов? Вот просто студентов, там, людей других профессий. Ну, вы знаете, у нас прям каких-то четких ограничений нету. Вот что касается особенно мастер-классов, когда приезжает специалист, то мы делаем открытое объявление, и туда могут записаться все желающие. Конечно, мы пишем, что это будет полезно для журналистов, для ТВ-компаний, интернет-изданий, но зачастую приходят даже представители НКО, приходят какие-то студенты, которые учатся, приходят просто какие-то граждане, которым это интересно. Да, это здорово, на самом деле, вовлечение людей в журналистику, потому что журналистика уже меняется, все, нет той старой журналистики, там, в которой мы еще там начинали, да, и у Валентины, да, тоже у самой есть опыт работы журналистом. Да. Но при этом я была и будучи правозащитником, и будучи параллельно журналистом, да, которая вела дела и писала про эти дела. Катя рассказала, как она начинала, да. Я вроде в журналистике достаточно как-то поздно пришел, это был 2004 год, но даже с 2004 годом, если сравнивать, это такие разительные перемены, да, и учитывая все это, даже не знаешь, что можно представить, как изменится наша сфера, наша профессия через 3 года, потому что изменения стремительные. И вот в завершение нашей беседы, спасибо вам, да, сегодня у нас очень такая, и по формату мы как бы вышли за рамки, но я думаю, не в ущерб интересу, я думаю, зрители с интересом послушают наше обсуждение, да, нашу дискуссию, она будет полезна во многом. И в конце хотелось бы пожелать всем новых творческих успехов, скажем так, чтобы наша работа была очень заметной и очень полезной для людей. Спасибо вам, дорогие зрители. Спасибо, наши уважаемые гости. До новых встреч.